Уважаемые товарищи, 7 ноября все прогрессивное человечество отмечает 96-ю годовщину со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Под знаком Октябрьской революции прошел весь 20 век. Этот тезис трудно отрицать, несмотря на все трагические события последних 2 десятилетий. Несмотря на то, что мировая реакция сумела на какое-то время затормозить исторический прогресс, отодвинув переход человечества к более прогрессивному общественно-политическому строю социализма. Однако роль Великого Октября и его завоеваний не очернить до конца по ряду очень серьезных причин. В годы так называемой перестройки и либеральных горе-реформ буржуазные пропагандисты в один голос заявляли, что победа Октябрьской революции была случайностью, в кавычках, зигзагом истории. На самом деле, победа Великого Октября была не только закономерной, но и жизненно необходимой для нашей страны. Царское правительство в условиях войны завело армию страну в пропасть разрухи. Министры-капиталисты из Временного правительства лишь углубили ее. К моменту прихода к власти большевистской партии в стране уже не было армии. Городам грозила голодная смерть, а центральная власть не контролировала положение на национальных окраинах. Война, в которую народу России втянула выродившаяся династия Романовых, и которую так рьяно продолжали их буржуазные наследники, была чуждой простому народу, так как велась за чужие интересы западных союзников. Эти же самые союзники по Антанте не замедлили после победы октября начать интервенцию против первого в мире государства рабочих и крестьян и не жалели никаких денег для поддержки своих марионеток внутри нашей страны. Одно это уже дает представление о том, почему трудящиеся не хотели вести войну за интересы таких партнеров. Таким образом, большевики стали национальной силой, которая встала на защиту независимости и национальных интересов России. Однако партия большевиков никогда не пришла бы к власти, тем более не удержала бы ее, если бы не имела великого вождя во главе себя. Таким вождем был гениальный мыслитель и политик Владимир Ильич Ленин. Ленина отличала не только теоретическая подкованность и невероятное политическое чутье, но и глубокое знание народа, его чаяний и устремлений. Именно Ленин сумел придумать и подкрепил делами лозунги, близкие сердцу народа: земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народу, вся власть советам. Недаром еще летом 1917 года Керенский, жалкий человек и никчемный политик, придумал байку о Ленине, германском шпионе и большевиках, германских агентах. Эту байку почти столетней давности и многие другие продолжают пересказывать антикоммунисты сегодня, пытаясь вложить в сердце народа ненависть к своему герою, но не выходит. Недаром каждый год буржуазный режим финансирует псевдонаучные книги и псевдодокументальные фильмы, очерняющие память о революции. Наша задача состоит в том, чтобы всеми силами пробивать путь к исторической правде о Владимире Ильиче и том деле, которому он посвятил свою жизнь. Именно поэтому, в силу вышеперечисленных факторов, большевики совершили революцию относительно бескровно, и только развязанная антибольшевистскими силами кровавая гражданская война при поддержке открытой военной интервенции 14 иностранных государств не дала советской власти начать свои преобразования в мирной обстановке. Далее стоит коснуться вопроса о том, что Октябрьская революция дала трудящимся внутри России и за пределами ее. Русский народ веками страдал от эксплуатации. Сначала от крепостной, затем от буржуазии. После отмены крепостного права, фактически рабства, бесправие трудового народа не только не ушло в прошлое, а только усугубилось. На крестьянской шее непосильным грузом повисли крупные платежи и малоземелье, а на рабочие плечи легла вся тяжесть дикого капитализма, непомерный рабочий день, мизерная зарплата, несоблюдение хозяевами техники безопасности на производстве и так далее. Только революция дала народу социальные гарантии и перевернула всю систему социально-экономических отношений в пользу народа.